Страна не может развиваться без четких ориентиров. Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызстана определил 2013-2017 годы как пятилетку созидания, обозначив главные направления и приоритеты деятельности. Основной целью было состояться как государство и заложить основы успешного развития. Кыргызстан четвертую часть всего объема республиканского бюджета направляет в систему образования. В области дошкольного образования примерно 20% детей посещают детские сады. Почти все дети, зачисленные в первый класс, проходят программы годовой предшкольной подготовки. Это наглядно видно в цифрах. За последние только годы открыт 351 общинный детский сад. Большинство из них передано на баланс органов местных властей. Незаконно приватизированные дошкольные учреждения возвращаются для использования по прямому назначению. Наметилась тенденция увеличения численности молодых специалистов в школах. На данный факт наряду с другими повлияла реформа заработной платы. Посмотрим, как это выглядит в цифрах. Ежегодно увеличивается заработная плата кыргызстанцев и повышаются пенсии. В Кыргызстане в среднем 500 000 пенсионеров. Средний размер пенсии по республике составляет больше 5000 сомов. Среднемесячная номинальная заработная плата и среднемесячный размер пенсии увеличились в более чем в 2 раза. В Кыргызстане разворачивается системная работа по поддержке армии. В целом имиджа военнослужащего, сотрудников силовых структур решаются вопросы обеспечения жильем. Государство находит средства для строительства жилья и финансирования ипотечных программ. Правительство не должно останавливаться, и надо ежегодно находить как минимум вот эти $100 миллионов, 5 миллиардов сомов, на то, чтобы в будущем любой человек в Кыргызстане, который хочет работать, иметь семью, мог спокойно получить ипотеку, купить квартиру или начать строить свой дом в сельской местности. Этот вопрос должен быть решен в ближайшие 5-10 лет. Всего по силовому блоку построено 53 многоквартирного дома, строится 36 многоквартирных домов. При этом также рассматриваются вопросы дальнейшего строительства жилья для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Темпы роста числа введенных объектов, а именно сколько построено жилья для работников силового блока и сколько школ построено, можно посмотреть в цифрах.
В последние годы в стране проводится большая работа по строительству и реабилитации автомобильных дорог и других инфраструктурных объектов, что придаст импульс экономическому развитию регионов. 2 мая 2014 года президент Алмазбек Атамбаев на церемонии начала строительства альтернативной автодороги Север-Юг отметил ее историческую значимость. Бүгін bir тарихи оқиға болып тұрады шындығында. Анткени бүгін түндік менен түштікті біріктірген альтернативтің жолдың құрылышының расми башталышы. Албетте, үч жерде қазір машиналар иштеп атат, бирок расми башталышы бүгүн болуп атат. Бул тарихи нерсе. Кудай буйруса, баш аман болсо, мына 4 жылда бүтүп калса, ушу жол менен ары бери жүргөндөр эстеп калат, Кудай буйруса, тарыхта калат. Начиная с 2013 года ведется работа по строительству альтернативной автодороги Север-Юг, реабилитация автодорог Тарас, Талас, Сусамыр и Ош-Баткен-Исфана, а также подготовительная работа для реабилитации автодорог Бишкек-Ош и Исфана-Сулюкта-Худжант до границы с Республикой Таджикистан. До конца 2017 года ожидается завершение реабилитации автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Для обеспечения транспортной независимости в Баткенской области завершается строительство независимой дорожной развязки на участках Айгульташ, Сагмент, Чарбак, Таян, Бельсогот, Божой, Кукташ, Аксай, Тамдык и строительство 2 мостов автодороги Кулунду-Максат. Как показывают цифры, взятый 5 лет назад курс начал приносить очевидные результаты. Кыргызстан уверенно встает на ноги. Мы строим школы, дороги и дома, создаем условия для развития предпринимательства. У нас единая цель и мечта – построить сильный и процветающий Кыргызстан. Для этого у нас есть нереализованные силы и человеческий потенциал. Но еще многое предстоит сделать в экономике, в улучшении жизни людей, для роста благосостояния населения, для обеспечения безопасности и многое другое.